Эфир продолжает выпуск новостей. В студии Надежда Саханская. Здравствуйте. В начале коротко о главных событиях к этому часу. За выезд на закрытую переправу могут оштрафовать на 1 миллион рублей. Выезд на лед запрещен. Эксперименты и исследования школьников республиканского масштаба. Расскажем, чем увлекаются ребята в Горном Улусе. Старые снимки в современной обработке. Администрация Чурапчинского района передала дому Арчи 2 реконструированные фотографии. На дороге Колыма с 25 мая по 15 июля будут работать передвижные посты весогабаритного контроля. Их установят у сел Чурапча и Тыккёль. С 12 мая по 2 июня на участке автодороги Вилюй в Мирнинском районе запретят движение транспорта весом более 3,5 тонн. Меры направлены на сохранность дорожного полотна и контроль за соблюдением правил перевозки грузов автомобильным транспортом. Ну а за выезд на закрытую ледовую переправу грозит штраф до 1 миллиона рублей. Работа ледовых переправ через реки Вилюй и Алдан прекращена с 15 апреля. Работа переправы Якутск-Нижний Бестяк с 18 апреля. Проезд по ледовым переправам с указанного времени запрещен. Об этом сообщает Якутская транспортная прокуратура. Также в случае оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом с использованием закрытых ледовых переправ предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 2 лет лишения свободы. Более 13 миллионов тонн угля добыли в Якутии с начала года, что почти на 17% больше, чем за 3 месяца прошлого года. Лидерами среди предприятий стали устоявшиеся гиганты в Нерюнгринском районе – Эльга, Колмар и Якутуголь. Угольщики Якутии держат курс на цели энергостратегии 2050. Потенциал угольной отрасли страны позволяет за 25-летний срок нарастить объемы добычи до 600 миллионов тонн. Отмечу, что в этом году Якутия планирует поставить новый рекорд и добыть не менее 52 миллионов тонн угля. 9 ветеранам боевых действий из Якутии адаптировали жилые помещения. Речь идет об установке в квартирах и домах специального оборудования для инвалидов. Еще 2 ветеранов обеспечили электрическими креслами-колясками с высокой проходимостью и 13 одобрили заявки на адаптацию. Отмечу, что с начала работы фонда специалистам удалось решить 90% от общего количества обращений, а это более 40 тысяч запросов. Работает фонд и по линиям поиска без вести пропавших, проактивной постановки на учет военнослужащих и по многим другим вопросам. С начала деятельности филиала фонда «Защитники Отечества» по республике Саха-Якутия принято более 10 тысяч человек, в том числе по целевой категории около 4 тысяч. Обращение действующих военнослужащих и членов их семей составляет 54%. Провели 1650 выездов на дом. Проводится работа по выявлению нуждаемости и обеспечению средствами технической реабилитации, не входящей в федеральный перечень. Глава Якутии рассмотрел основные направления развития Северо-Восточного федерального университета. Одной из основных тем стала система целевой подготовки кадров. По информации ректора вуза Анатолия Николаева, ежегодно в университет на целевое обучение поступало в среднем около 500 абитуриентов. Однако в прошлом году число зачисленных по целевому направлению снизилось до 258 человек. В этой связи предложено активизировать размещение заявок на целевую подготовку через единую цифровую платформу работы в России, а также усилить контроль со стороны профильных министерств и ведомств за деятельностью подведомственных учреждений по устранению кадрового дефицита. Якутский медколледж стал одним из победителей федерального гранта по проекту «Профессионалитет». В его рамках планируется создание единого медицинского кластера «Клиническая и профилактическая медицина республики». В него, кроме якутского, вошли албанские и нерюнгринские медколледжи. Кластер планирует принять на обучение дополнительно около 1700 студентов по 8 специальностям. В том числе будут введены новые направления, такие как стоматологическое дело, стоматология профилактическая и медико-профилактическое дело. Впервые планируется набор на бюджетной основе по специальностям. Это стоматология ортопедическая, это зубные техники, стоматология профилактическая, это по профилактике, и стоматология дело это по-старому зубные врачи.
зубные врачи, медико-профилактическое дело и фармация, которые будут с целевой подготовкой для арктических наших улусов республики. В Горном Улусе состоялась первая районная конференция, конкурс научно-исследовательских и экспериментальных работ школьников, в планах которой стать мероприятием республиканского масштаба. Конференция посвящена памяти Максимовой Татьяны. Подробнее в следующем сюжете. Отличник образования Республики Саха-Якутия, почетный наставник Горного Улуса, ветеран труда Республики, удостоенная знаком «Материнская слава Республики» за заслуги в укреплении семьи и воспитании 8 детей, учитель химии высшей категории – это все про Максимову Татьяну Петровну. В ее честь сегодня проведена конференция-конкурс, организаторами которой являются Центр дошкольного образования, а также дети и родственники Татьяны Максимовой. Действительно, наша мама дала очень многого детям, и детям, не только своим детям, да, но и детям других семей. Действительно, она является почетным учителем, наставником образования Горного района. И мы благодарим за организацию столь масштабного мероприятия и хотим, чтобы это мероприятие было ежегодным, ну и дошло до республиканского масштаба, чтобы увековечить имя нашей матери Максимовой Татьяны Петровны. В конкурсе участвуют около 300 школьников Улуса с 1 по 11 классы. Дети представили свои проекты по 16 разным секциям в самых разных областях естествознания. Секции пестрят всевозможными темами, от приготовления домашнего мороженого до разработки новых способов очистки воды. В роли экспертов выступают не только опытные педагоги, но и дети Татьяны Петровны, которые, несомненно, унаследовали от матери любовь к науке и стремление к познанию. Татьяна Петровна в нашем коллективе проработала 3 года всего, но за эти годы она с воспитанниками участвовали в улусных, в республиканских, всероссийских, международных научно-практических конференциях, а также помимо этого ее воспитанники стали стипендиатами Малой академии наук Республики Саха-Якутия. Сегодняшняя конференция – это не просто дань уважения выдающемуся педагогу, но и мощный стимул для развития научно-исследовательского потенциала школьников. Россия Насивцева, Михаил Мордовской-Михута, Горный Улус. Школьный бизнес-инкубатор при Амгинской станции юных натуралистов работает с 2020 года. Сейчас резиденты работают над 14 проектами. В течение года резиденты школьного бизнес-инкубатора изготавливают и реализуют продукцию из различных растений, цветов, коры деревьев и меда. Летом воспитанники собирают и подготавливают материалы для своей продукции, а зимой готовят и выпускают на продажу. В этом году нововведением стала продукция из осины. Это лечебные подушки, массажные палки, дорожки и лечебный порошок. Благодаря таким проектам резиденты школьных бизнес-инкубаторов имеют возможность реализовать свои идеи и сделать первые шаги к предпринимательской деятельности. Кора осины – это лиственница и иголки. Из этого производят подушки лечебные для лечения суставов, головные боли и кровообращения. Сейчас я упаковываю семена для нашего населения. Вот, например, акация желтая, дельфиниум, лилия тонколистная, крастоднев желтый и кора ивы. А также у нас есть семена сарданы, герб нашей Амги. Старые снимки в современной обработке. Администрация Чурапчинского района передала Дому Арчи 2 реконструированные фотографии. На них изображен якутский национальный праздник Исэх в Батурусском, ныне Чурапчинском районе. Об истории карточек расскажет Вероника Таюрская.
Что общего между Нью-Йорком и Чурапчинским улусом? Ответ прост. Это две якутские фотографии, сделанные этнографом Владимиром Йохельсоном 5 мая 1902 года во время Джезуповской Тихоокеанской экспедиции Императорского русского географического общества. Отметим, что этнограф по собственной инициативе изучал культуру народа Саха, хотя она не была в плане экспедиции. А Йохельсон очень большой вклад внес в нашу культуру, в сохранение нашей культуры. Поэтому мы сейчас видим его фотографии старинные, да, которые вот в свое время Зинаида Ивановна Унарова, наша высокоуважаемый искусствовед, заслуженный деятель России, нашей республики, она была в Нью-Йоркском этнографическом музее, и она нашла те фотографии Владимира Йохельсона, которых мы не знали. Поэтому мы сейчас воочию знакомимся историей и культурой нашего народа. Отныне, помимо копий фотографий 1902 года, в доме Арчи будут храниться воссозданные снимки, датируемые 2023 годом. Для новых фотографий были привлечены жители деревень. Обновленные карточки повторяют точь-в-точь оригинальные снимки 1902 года. Но мало кто знает, что как новые, так и оригинальные фотографии скрывают одну тайну. Дело в том, что на фотографии, которую вот Йохельсон делал, эта фотография специально сделана, кстати, для него. Это было 5 мая 1902 года. В это время сэх не проводится. Но Йохельсона очень уважали местное население. И когда они узнали, что хочет, они называют ученый русский, приехал, и они специально сделали сэх раньше времени. Причем самих, может быть, не так уж много народа было, и поэтому из соседних поселков пришли люди. Владимир Йохельсон известен как ведущий исследователь коренных народов Севера. Был основоположником юкагироведения. Его снимки, записи и привезенные с экспедиции вещи стали экспонатами Американского музея естественной истории. Сибирская коллекция Джезуповской экспедиции насчитывает свыше 6000 экспонатов, в том числе около 1000 якутских. Вероника Тырская, Нюргун Старостин, Якутск. В честь 95-летия якутского радио стартовала запись первого полноценного аудиоромана. Произведение Николая Якутского «Судьба» обретет голос заслуженного артиста Республики Саха Кирилла Семенова. Работа над проектом продлится 3 месяца. Готовую версию аудиокниги можно будет услышать в мобильном приложении «Тетим», а ежедневные отрывки в эфире радио Саха с 10 утра. Этот проект знаменует новый этап в сохранении культурного наследия. Если ранее в эфире звучали лишь отрывки из якутской литературы, то теперь слушатели смогут познакомиться с полной версией произведения. К этому часу это вся информация. До встречи в дальнейших эфирах.